столице разворачивается масштабный сезон по ремонту тепловых сетей. Их протяженность составляет 15 километров. Так, Якутская ТЭЦ приступает к проведению капитального ремонта воздушного перехода над улицей Хабарова. О том, как энергетики готовятся к зиме, расскажет Иван Кривошапкин. Готовятся они летом. Именно с таким настроем энергетики приступают к масштабным работам по подготовке к зимнему сезону. Сейчас один из важных объектов по улице Хабарова. Здесь предстоит демонтаж крупного воздушного перехода. На этих опорах помимо труб теплоснабжения размещены кабели линии связи. Их временный демонтаж также необходим для качественной работы. Поэтому специалисты Якутской ТЭЦ предлагают собственникам проводов прийти 16 июля на общее собрание. Встреча состоится в 10 часов утра. Он будет на следующей неделе полностью демонтироваться. То есть будут полностью трубы убираться, опоры будут тоже демонтироваться. И потом будет воздвигаться, строиться новый компенсатор. Здесь будут новые стоять опоры, ровные, и будет новый воздушный переход. Капитальный ремонт на этом объекте необходим для надежного тепловодоснабжения. Если обойтись без замены труб, то их в разгар холодов может прорвать, ведь срок эксплуатации подошел к концу. Этот трубопровод стоит здесь вот уже 39 лет. За эти годы его состояние сильно ухудшилось. То, что опоры под наклоном, видно даже невооруженным взглядом. Поэтому демонтаж и полная замена – задача первой необходимости. Помимо самого перехода ведется замена подводящих к нему труб. Общая протяженность более 150 метров. В итоге к зиме здесь будет новая тепловая магистраль. В целом у нас по городу планируется проведение ремонтов в объеме 16 километров тепловых сетей. На сегодня мы уже выполнили ремонт одного парового котла, заканчиваем ремонт паровой турбины. То есть ремонтная кампания в самом разгаре. Вместе с этим по всему городу ведется работа и по квартальным тепловым сетям. Сейчас в охвате уже 4 участка, а это 15 километров сетей тепловодоснабжения. Общий уровень выполнения всех задач уже достигает около 40%. Иван Кривошапкин, Роберт Набиев, Вести, Якутск.